Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Gün Gündem programmasının hemden götürücüsü ben Polina Barbova. Saygılı seyirciler, Gagauzya yaşayanları hemden misafirleri bugünkü kol vermemizi biz hazırız sosyal bağlantıların yardımından, Valkaneş kasabasının yaşayanından, Mikhail Çekir ordenini kabul eden vatandaşla Şenlik Vadim'den. Kalın bizimle kalın GRT kanalında. Vadim, zaman hayır olsun. Hem de çok sağ olun çıktınız bizim bağlantılara. Sanırım yazıcıyız bugün bir meraklı program. Hangisi mahsus adalı size diyene. Zaman hayır Гагаузлар. Всем здравствуйте. Мне будет проще на русском языке говорить. Все-таки гагаузский понимаю, но стараюсь учить, чтобы я мог полноценно разговаривать. İsla, o zaman bugünkü programımıza biz yazıcıyız iki dilde. Ben sorularımı hazırladım Gagauz dilinde, ana dilimde. Siz de cevap edeceğiniz Rus dilinde. Çünkü size daha kolay hem de hepsi anlasınlar diyeni bize. Nice bilinir Ağustos'un 19'unda Gagauzya'nın Bakanlık Komiteti'nin azaları başladılar sizi Mikhail Çekir adına ordeninden. Kultura uğrunda o sayılır автономиянın en yüksek ordeni. Ne siz duydunuz, açan işittiniz kendi adınızı hem de labınızı Vadim. Да, на самом деле это очень трогательная история для меня, для моей семьи. Это, во-первых, мне это сподвигнет для меня еще больше трудиться во благо Гагаузии. И я благодарю, конечно, всех, кто представил меня, кто приложил к этому, так скажем, руку. На самом деле очень отрадно и очень рад, что наконец-то спустя многолетний труд меня увидели, услышали. Я за это очень благодарен. И в первую очередь я благодарен, конечно, своим родителям и своей супруге. То есть этот орден, в принципе, посвящаю им. Angaları bütününe sizin yaşamanızda tutturdular sizi her taraftan. Hem tutturdular. Ne kadar ansızdan bu ödül sizin için oldu Vadim, söyleseniz. Ну, для меня это на самом деле очень трогательно, конечно, и трепетно. Он займет этот орден, конечно, самое, так скажем, красочное место в доме. Я его не собираюсь держать в коробочке, он будет вместе со всеми другими наградами. Для нас, для нашей семьи это очень важно, так как та многолетняя работа, которая идет у меня по историческим моментам, по Буджаку, по нашей родине Гагаузии, для меня это очень важно. И, конечно, благодаря всем вам, нам, мы должны это передать нашему младшему поколению, молодому поколению, чтобы они знали историю нашего Буджака и историю Гагаузии. Vadim, niçin size söyler Mikhail Çekir adına ordena? Söylesiniz. Ну, так как я уже потом прочитал, за общественную жизнь, за общественную работу, то есть действительно там то, что написано было в приказе, как он правильно называется, в постановлении, в распоряжении, как мне написали, за многолетнюю общественную деятельность, направленную на сохранение исторического наследия Гагаузии, увековечение памяти павших защитников отечественной истории Вулканевского района и Гагаузии. То есть, в принципе, здесь все сказано. Siz kendiniz nice yaklaşırsınız Mikhail Çekir'in yaratmalarına? Ну, программа Михаила Чекира, конечно, это с большим уважением, это все-таки наш просветитель, и впервые один из первых, кто написал о гагаузах, и его труды до сих пор изучаются, и это очень важно. И я бы побольше часов даже в школах как бы разделил его труды, и было бы неплохо прямо что по урокам, как тематику именно изучало наше молодое поколение. Так, там очень интересные моменты и очень важно для Гагаузии. Hangi süreci yaratması Mikhail Çekir'in size dini daha yakın? Ну,
Баната, в принципе, все, что связано с историей нашего родного края. Вот все его труды, вот это для меня очень близко и интересно. Nece siz sayırsınız, niçin bugünkü gün önemli koruma anmayı böyle anılmış insanlar için nice Mikhail Чекир, söyleseniz. Ну, это на самом деле очень важно, потому что нашу историю Гагауза, в принципе, до глубины не изучали, она до сих пор изучается. Также я хотел подчеркнуть, именно вот если взять труды Валентины Николаевны Нишоглу, она именно изучает глубинки и по Михаилу Чекиру, и еще глубже. То есть это очень важно, действительно, его труды изучить более поглубже, чтобы на самом деле знать наши корни и наше историческое наследие. Ведь сегодня, на сегодняшний день, когда говорят, что гагаузы приезжие, пришельцы, это на самом деле неправда. На нашей территории давно люди жили. Так что здесь надо pоработать еще поглубже и этот миф, так скажем, убрать. Vadim, Neso çalışmalarınız için sizin bakışınıza göre size verildi bu yüksek ödül. Я так понимаю, что за общественную жизнь, за активную общественную жизнь Гагаузии в нашем районе, как мне потом сказали, кто именно утверждал, кто именно за те труды, за многолетний в Фейсбуке, допустим, у меня альбом участникам становления Гагаузии отдельно веду страничку память павшим, в смысле умершим участникам становления. Так что это очень важно именно, чтобы наши жители и молодежь особенно, чтобы видели это в оригинале, в картинках и знали действительно, кто создавал автономию и как она создавалась. Yardımcı olacak mı size dini Mikhail Çekir adına ordeni çalışma ileri doğru? Diyeceğiz ta yüksek uğurda. Ну, я так думаю, конечно, это дало большой импульс, и сейчас хочется как бы оправдать эту высокую награду и еще больше работать во благо нашей Гагаузии. Vadim, neden çekitti sizin yolunuz o sferada hangisine siz adadınız kendi yaşamanızı? Ой, началась, конечно, память о дедушке, который воевал в Великой Отечественной войне. У меня оба деда воевали. И все начиналось с них. Память о них, я, вот, допустим, я написал книгу именно в память о моих дедушках. И оттуда и началась моя любовь к истории и истории родного края. Kim o yardımcı oldu size çekitmeyeceğini yazma bu iki diyadonuz için söyleseniz? Ben kendim. От начала до конца все сам. Biz belli kağıdın içinde var portretler de bence anlarmeli. Да, портреты bizim наших ветеранов, сейчас, секунду, вот, есть бессмертный полк наших ветеранов фотографий, то есть здесь увековечена память 3500 ветеранов, погибших, воевавших и пропавших без вести Волкодерского района. İki diyadonuz için yazılı bir kağıdın içinde. Meraklı pek. Nice siz not alırsınız Mikhail Çekir'in yaptıklarını Gagavuz halkın historiasında, kültürasında hem de ruh uğrunda. Ну, труды Михаила Чекира на самом деле очень важны, и мы об этом все знаем, что это, как бы, это первые исторические труды, которые касаются именно нашей любимой Гагаузии. И поэтому его труды, конечно, очень глубоко надо изучать. И они изучены частично, конечно, но еще можно поглубже, потому что действительно он описывает и жизнь, и самобытность гагаузов, и также и лексику. То есть в его трудах на самом деле очень глубоко все раскрыто. Neso Mikhail Çekir'in ideyaları sizin bakışınıza göre kalırlar aktual bugünkü günlerde. Она, по-моему, останется эта идея и нам, и нашему поколению.
потому что там в его трудах все очень четко сказано и показано нашему поколению особенно, что надо любить свой край и надо гордиться тем, что мы живем в Гагаузии. Вадим, ne kadar sık siz okuyorsunuz Mikhail Çakır'ın yaratmalarını söyleseniz? Ну, так сказать, сильно часто не скажу, конечно, по правде, но прихожу обязательно, когда касается истории или какой-то темы. Я, конечно, открываю эту книгу, нахожу нужное, потому что там, в принципе, все описано. И интересные моменты самые, я, конечно, беру часто оттуда. Ne lazım yapılsın ki gençler taslayabilsinler kendi halkın anılmış insanların historiasını söyleseniz? Ну, я это давно предлагаю, давно-то и убежден, что нужно открывать при школах, при музеях, при библиотеках с ребятами, ну, наподобие исторического клуба или по-другому можно назвать, но именно вот такие вот, так скажем, кружки с детьми, и тем самым перенаправить их знания и умения к технологиям новым электронным. И обучать их именно по поиску, по истории нашего родного края, и тем самым привлекать патриотизм, который на сегодняшний день, к сожалению, отсутствует. Temas sizin kasabanızda Valkaneş'ta ne olur burada söyleseniz? Ну, конечно, слава богу, началась реконструкция музея, и мы очень тесно по этому работаем, потому что считаем, что визитной карточкой все-таки каждого населенного пункта является музей. Поэтому вся история, вся жизнь именно с музея начинается. На сегодняшний день, вот благодаря сотрудникам музея, я тоже помогаю в этом. У нас открыты 2 прекрасных этнозала. Второй зал мы назвали «Свадьбы эпохи». И у нас там очень интересная коллекция начинается. Первая фотография свадьбы у нас 49-го года, 1949-го. Это была свадьба бывшего директора 5-й школы Бориса Дмитриевича Анафрей. И мы решили, также мы сейчас собираем очень активно все фотографии свадебные, и в будущем хотим издать именно альбом свадьбы в лицах и с описанием каждой семьи. То есть тем самым мы хотим достучаться и все-таки, особенно вот, дай бог, может получится, все-таки открыть этот кружок и вместе с детками искать историю, разговаривать с аксакалами, брать интервью. То есть это очень большое поле именно для нашего наследия Волканешского района. Vadim söyleseniz ne kadar sık geliyorlar Valkanişliler müzeye tanışma dini Mikhail Çakır'ın yaratmalarından? Ну, на каждом мероприятии, посвященном Гагаузии, там есть у нас стенд отдельный, который именно по Михаилу Чакыру. Также, когда идут истории такая, Гагаузии, учителя очень часто бывают экскурсии. То есть на этом моменте работает, но, к сожалению большому, все-таки я думаю, что более надо серьезно центру Маруневичу и другим лицам, которые отвечают за это, больше сделать типа коллажей или мини-книг именно по этой теме, чтобы можно было также и в музее, и в библиотеке, как наглядное пособие. Siz danıştınız mı bu güzel fikirle süreceğiz Gagauzya'nın bilim merkezine hani bu ideyi geliştirmeye diye söylesiniz? Пока не говорил, но вот в ближайшее время у меня это есть в мыслях написать прямо письменное обращение, потому что Пекзор и юридически эту тему доносить, потому что в любом случае должна быть наглядное пособие, которое может легко донести и ученикам, и учителя-то это все тему понимают, но в любом случае наглядное пособие должно быть.
Var mı nasıl söyleme yani dilin, kültüranın koruması hem de historia anması, bu dil sadece devletin anması ama her birimizin. Да, это 100%, я согласен с этим. Это на самом деле очень важно для каждого народа. Поэтому и обращаемся так, что должны быть все-таки исторические, так скажем, как типа брошюрок, и чтобы было по каждой теме понятно и по-простому объяснение. Mikhail Çekir'in adına ödülü tazide sizin işinizin çıkışları ya da stimul ileri gitmeye. Да, это так на 100%. Это я действительно получил большой заряд энергии, бодрости. Приятно был удивлен, конечно, но тем самым меня это, конечно, сподвигло на еще большую работу. После того, как я получил орден, я встретился с Аксакалом Леонидом Федоровичем Добровым. Мы обсудили много тем интересных. Поэтому это очень важно именно общение с аксакалами, которые дают тебе импульс и как бы зажигалку в жизни. Vadim, sizde hepsi beraber ne kadar ödül var? Раз, два, 4 награды пока. Yakışarsa tadiğinden anadasınız öbür ödüller için. Медаль Базбе, это наша Волконевская медаль за особые заслуги перед городом. Медаль за верность семьи, которую я в прошлом году принял достойно за то, что как бы нашей семье 30 лет исполнилось. И вот меня наградила русская община. Многочисленные, получается, грамоты от башканов, от Ирины Влах, от Илья Семеновича. То есть и самая главная награда, конечно, для меня это орден Чекыра. Kendi sözünüzde tayları Vadim söylediniz hani bu ordeni adadınız kendi eşinize, karınıza hem de ananıza. Ne soy duygular onlar o zaman kapladılar açan, onlar gördüler size bu yüksek ordeni. Ну, мама с папой сразу позвонили, поздравили меня, конечно, за что им отдельно благодарность, ведь они мне дали жизнь, они меня воспитали правильно. Поэтому я, конечно, поблагодарил, после этого мы встретились, пообщались. Супруге это отдельная благодарность, потому что это очень сложно в наше время, много времени общественной работе отдавать. Это только ей отдельное спасибо, она действительно умничка, ведь не каждая супруга вытерпит столько времени, что вот отсутствуешь и занимаешься общественной работой. Vadim söyleseniz ne soy projelerle ya da inisiyativalarla siz bugünkü günler çalışırsınız? Ой, очень много инициатив, конечно. Жалко, что не поддерживают власти. Но вот, допустим, я сейчас написал, опять же, путеводитель по Волконевскому району. Это как бы идея в том, чтобы для туристов сделать брошюрку отдельную. И чтобы каждый турист, допустим, или приглашенный, чтобы знал, что у нас в нашем районе можно увидеть, и небольшое описание по каждой теме. Как бы вот это одна идея. Дальше на сегодняшний день мы закончили писать книгу нашей уважаемой жительницы, почетной гражданки Волконец, Мичевской Елены Георгиевны. У нее очень интересная судьба. Вот мы написали книгу, я думаю, в скором будущем она выйдет. И где она, как бы судьба в чем, семья была репрессирована в Алтай, после этого они переехали. И конечно, она была направлена в Чешмике, и в Чешмике началась ее, в принципе, судьба. Поэтому я решил, что это действительно важно, в первую очередь, для семьи Елены Георгиевны, а во-вторых, для жителей города. И еще на сегодняшний день тоже ведется большой диалог, как бы обращение к примару, обращение к спонсорам. Есть мечта освежить все стелы при въезде в Волконевцы. И для увеличения патриотизма все-таки установить флагштоки молдавским и гагаузским флагом
и для того, чтобы еще более усилить как бы патриотизм. Fikirleriniz var, gören düşünmekleriniz var. Ne zaman düşünürsünüz söyleyeceğim bu kağıtları tipardan çıkarma. Bu yıl mı olsa nice uyacak size mi, nice yakışacak? Елену Георгиевну книгу уже спонсора нашли. Уже, в принципе, книга в типографии. Она, конечно, будет в маленьком количестве, но потому что финансы. Семья Елены Георгиевны взяла это все на себя, потому что, к сожалению, так скажем, власти неохотно идут к финансированию. Поэтому она будет в небольшом количестве, но в любом случае она достойно займет место в библиотеке, в музее. И Елена Георгиевна, конечно, оставит ее в память своим внукам и детям. Kendi sözünüzde söylediğiniz vlast kime danıştınız da kayıl olmadılar yardımcı Я имею в виду местным властям города. К сожалению, финансов нету, как они говорят. Ну, я понимаю, что нету, хотя являюсь советником и прекрасно понимаю, что на такое дело всегда можно найти. Ну, ладно, не будем о плохом. Vadim, söyleseniz niye siz de istersiniz yapma Gagavuz halkın ilerlemesi için? Çünkü bilirsiniz hani hepsi bu 36 yıl siz beraber halkla bir yoldan gidersiniz. De ne düşünmekleriniz de var? Ne Ну, есть istersiniz? большие мысли, посещая музей Топола, я увидел наконец-то для себя, для меня это очень было важно, увидеть первое знамя гагаузов. И все-таки теперь я понял, действительно понял, что он потерпел небольшие изменения, флаг с волком. И все-таки правильно будет, я в принципе уже сделал обращение Народному собранию и исполнительному комитету для того, чтобы вернуть историческое наше гагаузское знамя, ну так скажем, в семью. Потому что все-таки после этого он держал, как бы это знамя было первое в Гагаузе. И она должна занять именно историческое место для каждого из нас. NESO geliştirilmiş sizinle proje ya da başka becermekleri siz sayırsınız size dini en önemli. Ну, любые проекты, конечно, это нужны, чтобы, самое главное, чтобы поддержали власти, потому что сам ты ничего не делаешь. Все упирается, к сожалению, большому к финансам. Поэтому очень было трудно. Допустим, вот я книгу долгое время искал спонсора, все, я не мог ее издать, потому что не было финансирования. И в конце концов нашелся спонсор, и я ее сделал. Потом чуть раньше, допустим, увековечили память павших наших ветеранов, опять же, за свои деньги. Как бы решение совета есть изыскать средства. Но мы уже второй год изыскиваем средства. То есть очень трудно самому бороться с водяными мельницами. Ne isterseniz söylemeye genç olanlara angaları sadece ararlar kendilerini da olma isterler faydalı kendi halkı için. Sadece çeketler kendilerini arama nedense ama isterler bununla da diyeceğiz büyük fayda getirmek kendi halkına. Ну, молодежи, конечно, обращение очень трогательно и отрадно, что я могу обратиться к ним. Действительно, уважаемая молодежь Гагаузии, мое обращение будет к вам очень коротким, но правильным. И никогда не стесняйтесь нашей Родины. И все-таки было бы неплохо создать какой-то клуб в Гагаузии, который и интересующая молодежь, и та, которая интересна история нашего края, и интересно изучать именно авторов и знаменитых гагаузов, собраться в один клуб. И как бы раньше оно начинало действовать, молодежный парламент Гагаузии, но, к сожалению, оно не пошло вперед. Я думаю, оно актуально и сегодня, именно создать молодежный парламент Гагаузии, которые будут рядом с нашим народным собранием, чтобы они действительно имели и вес, и голос,
То есть не просто так, что дети, допустим, соберутся, что-то предложат, а их не поддерживают. То есть это должно быть все-таки при исполкоме, при народном собрании, и тогда это будет очень правильно. Я считаю, что действительно это нужно. Vazim, çünkü önümüzde var ta iki büyük yortu, bu Limba Nostra yortusu hem de Moldova Devleti'nin bağımsız günü. Sizin hep öyle bir var kolayınız. Gagauzya Radyo Televizyonu'nun cümle kampanyanın yardımıyla kutlayasınız. Hepsini Moldova Devleti'nin, Gagauzya'nın yaşayanlarını bu güzel iki yortu olan. На самом деле это очень важно для любой страны. Действительно, это большие праздники. И мы должны чтить и уважать и историю Молдовы, также язык молдавский. Поэтому действительно всех с праздником большим. Ну, конечно, так совпало, что мы будем также в этот день освобождения, конечно, от фашизма, именно 27 октября. Поэтому у нас оно совпало как бы двойной праздник. Широко отмечать, конечно, мы это не будем, но у нас будет возложение цветов и небольшой митинг. Çünkü lazım unutmama hani Gagauzya'nın kanunlarına göre biz mutlaka lazım bilelim burada 3 dil, bu devlet dilini, Rus dilini hem de Gagauz dilini. Ne kadar çok dil insan bilir o kadar ona daha çok kapı açılır her yerde. Size dini не söyler? Диль. Ну, язык, я, допустим, коренной молдаванин, но знаю в совершенстве русский, молдавский, английский. То есть это очень хорошо. Ведь не зря еще и Ленин говорил, что человек настолько богат, насколько он языков больше знает. Поэтому знание языков это очень хорошо и пригодится. Опять же, для наших жителей Молдовы и Гагаузии это в несколько раз лучше даже, что мы знаем и молдавский, знаем и гагаузский, знаем и русский. То есть в какую среду бы ни попали, в любом случае нам проще общаться. Vadim ne kadar önemli bugünkü gençler maalesef bilsinler devlet dilini de söyleseniz. Это очень важно на самом деле. Допустим, если взять Чешмекёй, эту лию, там, конечно, больше разговаривают на гагаузском языке, поэтому именно те дети более талантливые, ну, как скажем, в сфере гагаузского языка. У нас так сложилось конечно, что, конечно, в большинстве случаев говорим на русском языке в семье. Поэтому знание языков на самом деле это очень правильно и нужно. Но самое важное то, что эти познания должна быть именно с семьи начинаться и в виде диалогов. И все-таки вот сейчас поднимается тема, что в сады и в школах изучать более глубже гагаузский язык. Ben sordum devlet dilini de ne kadar önemli bilsinler. Bugünkü günler bizim genç olanlar hem de öğrensinler. Для всех национальностей очень важно знать свой родной язык. И для гагаузов, и для молдаван, и для болгаринов. То есть родной язык это все-таки язык предков. Отсюда исходит уже и история родного края, и наши традиции. То есть это очень важно знать традиции всех народов и языки. Поэтому разделять для каждой национальности он родной язык, и ты чтишь и почитаешь, конечно, то место, где ты родился. Çünkü dil var nasıl seni götürsün en uzak yerlere. Да, абсолютно верно. Sağ olun Vadim. İsterim bütün Gagauzya Radyo Televizyonu'nun cümle kampanyanın uzmanlarının adından kutlama sizi. Bu yüksek kültüra uğrunda ödüllen hangisini size bağışladılar Gagauzya'nın Bakanlık Komitesi'nin azaları. Uzun ömür size, sizin ailenize hem de o işi hangisini siz çok yılların süresinde yaparsınız, ilerledesiniz. Daha çok yıllar beraber halkla bir yoldan gidesiniz. Çok sağ olasın, yaşasın Gagauzya, yaşasın Gagauzlar.
Sağ olun. Saygılı seyirciler, Gagauzya yaşayanları hem de misafirleri, bizim Gagauzya gününden programımız yaklaştı sonuna. Tabi sesim getirmesin aklınıza. Hani bugünkü kol vermemize biz yazdık sosyal bağlantıların yardımıyla, ama soruşlarımıza cevap etti Valkanyaş kasabasının yaşayanı, Mikhail Çekir ordenini kabul eden vatandaşı Şenlik Vadim. Kalın bizimle, kalın GRT kanalında.